10 октября этого года закончился срок выполнения поручения президента по разработке и представлению проекта государственной целевой программы «Жилище 2026-2028». Напомню, поручения президента были сделаны 27 августа. Они призваны повысить эффективность различных отраслей и сфер жизни Абхазии. Успели ли разработать и представить жилищную программу на предстоящие 2 года, расскажет Ромео Черкезия, начальник правового отдела Минсоцобеспечения и демографической политики Абхазии. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в срок до 10 декабря 2025 года вы должны были представить эту программу. Расскажите, пожалуйста, успели ли вы ее представить? И если это так, то в чем заключается суть программы? До 10 октября мы должны были в соответствии с поручением президента представить новую государственную целевую программу «Жилище» на последующие года. Ввиду того, что жилищная программа 2023-2025 со сроком до конца 2025 года, то она уже в полном объеме реализована. Все мероприятия по данной программе были даны поручения о разработке новой программы. Чем отличается новая программа от действующей на сегодняшний день еще программы? Увеличены размеры финансирования самой программы на год, то есть на отчетный год. Если, допустим, в 2025 году финансирование программы составляло 60 миллионов рублей, то в новой программе предусмотрели 80 миллионов рублей в год. С учетом дальнейших процедур, корректировки они возможны, но 80 миллионов уже предусмотрено на 2026 год и на последующие 3 года по 80 миллионов ежегодно. Второй момент, чем еще отличается от предыдущего, то, что размер выделяемых средств, финансовых средств на заявителя увеличены. Если в 2025 году составлял, значит, это минимально, это 700, максимально 1 200 000, то сегодня от 1 200 000 до 1 700 000 увеличены выделяемые средства. То есть не более 1 700 000 и не менее 1 200 000. По поводу, значит, итогам реализации трехгодичного, то есть с 23 по 25 год программы, итоговый отчет по действующей программе будет предоставлен в первом квартале 2026 года. За 2025 год комиссии рассмотрены обращения всех граждан, попадающих в последующие категории. Это инвалиды войны первой группы Отечественной войны народа Абхазии 1993 годов, у кого, значит, дети инвалиды на иждивении, а также сам заявитель является инвалидом детства. Данные категории тоже в полном объеме рассмотрены. У нас пару заявлений граждан остались, которые требуют определенных доработок. Следующая категория – сироты. Данная категория тоже в полном объеме, все обращения были рассмотрены. Да, конечно, не всем гражданам предоставляется данная финансовая помощь, предусмотрены в программе критерии, по которым участнику выносится решение об отказе предоставления данных финансовых средств. И такие решения есть у нас, конечно, тоже об отказе, и есть решение об одобрении. 60 миллионов на текущий год они реализованы, 60 семей у нас получили данную финансовую помощь в 2026 году, и последующие года мы надеемся, что более в количественном плане граждан сможем больше оказать финансовую помощь и продолжим реализацию, надеемся на реализацию данной программы ввиду того, что острая необходимость, она еще до сих пор у нас присутствует. У нас не рассмотрены такие категории, как 4 детей несовершеннолетних и 3 детей категория. У нас есть категория семьи погибших, которые еще нуждаются до сих пор в предоставлении финансовой помощи на приобретение жилья. То есть в программе кардинально не изменилось ничего, кроме суммы? Суммы поменялись ввиду того, что там мы тоже понимаем, видим рост цен на недвижимость, но исходим опять-таки из возможностей нашего бюджета. И сегодня установлены в программе именно те суммы, в рамках которых мы можем исполнить реализацию данной программы. 1 700 000 – это максимальная сумма? Это максимальная сумма выплаты, да. Получается. Кому предусмотрена эта сумма? Каким категориям? У нас градация идет, в каком формате, значит, устанавливается размер выделяемых средств. На заявителя, то есть лицо, которое обращается к нам с заявлением, на одного человека не более 1 200 000 сумма предусмотрена. Это по новой программе.
еще раз хочу подчеркнуть, что корректировки, они возможны, так как данная программа находится на одобрении в Кабинете министров. Дальше уже по регламенту, после одобрения Кабинета министров, данная программа уже будет утверждаться указом президента. 1 200 000 это на заявителя и по 100 000 на членов его семьи. Что еще в программе отражено? У нас критерии отказа, они не изменились, то есть решение об отказе комиссии выносится в том случае, если ранее было установлено, что заявитель обладал жилой площадью или на момент заявления обладает жилой площадью. И данная программа в соответствии с поручением президента в сроки представлена на одобрение Кабинета министров для принятия уже дальнейших решений. Ожидалось, что, возможно, помните, мы неоднократно беседовали на тему жилищной программы, и были такие пожелания, чтобы категории расширить людей, которые могут на нее претендовать, возможно, даже какую-то форму ипотеки опять, вот как это было прежде, ввести. Не было, скажем, намерения включить в программу? Намерения, значит, они есть, намерения, но опять-таки, как я ранее до этого сказал, все зависит от возможностей республики в финансовом плане. Почему круг лиц мы не расширили? У нас был порядок, первоочередной порядок, это инвалиды войны первой группы, круглые сироты, лица, на иждивении которых ребенок инвалид или заявитель является инвалидом, они у нас были в первоочередном порядке. Объем количества заявлений, рассмотренных по данным категориям, уже сегодня в ходе реализации около 300 граждан получили данную финансовую помощь на приобретение жилья. Но мы параллельно также принимали такие категории, как 4 несовершеннолетних детей, 3 детей, семьи погибших. С учетом собранных материалов в заявлении не предоставлялось возможным расширение круг лиц, так как уже ранее взятые обязательства в количественном плане, то есть мы сперва данным категориям окажем помощь, а в дальнейшем уже поэтапно, ежегодно, уже в ходе реализации будет видна возможность включения и других категорий. Так как сегодня около 97 заявлений обращений, это у кого 4 несовершеннолетних детей, 187 это у кого 3 несовершеннолетних детей, около 57 заявлений это семьи погибшим. Да, по ним не всем будут приниматься решения об одобрении и будут решения об отказе, но данные заявления в первую очередь нужно рассмотреть по решению комиссии, и уже дальше будут приниматься соответствующие меры. Программа предусмотрена на 3 последующих года, но корректировки в ходе реализации, если будет необходимость внесения изменений в корректировки, то они будут по решению руководства, естественно, внесены. В срок до 10 февраля следующего года поручено разработать и представить концепцию модернизации, то есть изменения системы мер социальной поддержки граждан Абхазии, в том числе семьям с детьми. Расскажите, пожалуйста, о том, какая работа уже сейчас ведется именно по этому поручению. Есть пока время, но тем не менее наверняка уже какие-то, скажем так, процессы идут по разработке. Да, время, конечно, исполнения данного пункта, оно предусматривает 26 год, 10 февраля, но на сегодняшний день, в принципе, сама концепция, она разработана, но требует определенных доработок. Определенные доработки будут осуществляться и будут исполнены в срок, указанных по данному поручению. Она по себе концепция очень сложная, и те меры, которые мы считаем необходимым, чтобы оно было, они будут представлены, в дальнейшем уже будут приняты соответствующие меры уже по применению его в процессах реализации. Хотелось бы иметь какое-то общее представление о том, что вообще включает в себя эта работа, что в конечном итоге нужно иметь, какой, не знаю, документ, какое... Исполнение концепции, она подразумевает... Данная концепция, она в любом случае все будем опять-таки исходить, так как это мера социальных поддержек семьям, которые нуждаются в нем. У нас вопрос будет опять финансового составляющего характера, то есть насколько мы осилим рост элементарно таких видов, как увеличение размеров пособий, выплат и форму их и так далее. То есть там много пунктов.
пока не хотелось бы, да, вот прям его раскрывать в таком формате, потому что там необходимы определенные корректировки. Определенные корректировки будем мы вносить, исходя из мнения соответствующих ведомств, которые непосредственно будут принимать участие в дальнейшем ее реализации. А вот концепция, она в чем может помочь? Ну вот, да, вот сейчас вы разработаете концепцию, включите туда какие-то определенные пункты, там постулаты и так далее, да, там стратегию, может быть, какую-то и прочее. Чем она... Эта концепция будет в форме, как сейчас, может, мои коллеги-юристы меня чуть-чуть будут критиковать, но это как форма, как дорожная карта своего рода. Ну, вот как бы в этом контексте ее сейчас можно смотреть. А дальше просто можно будет на нее ссылаться и идти поэтапно уже. Сама концепция, она по итогу будет видно, где необходимо будет доработать, какие нормы нужно будет изменить, или нормы какие-то нужно будет разработать новые и так далее. То есть там, то есть там вот еще законотворческая работа будет. Ну, оттуда, возможно, будет и вытекать, то есть по мере необходимости в реализации того или иного пункта. Это такая долгосрочная концепция. Там какой-то период есть определенный? Ну, пока сроки не установлены, но период, да, там не короткий. Заканчивается программа «Жилище-2025», она еще продолжается, вы уже частично о ней сказали. Что бы вы еще хотели отметить по итогам этой программы? Были ли какие-то особенности? Было легче ее реализовать, чем раньше, или наоборот сложнее? Сложности в реализации программы, они никуда не делись, они присутствуют. Что хочется подметить ввиду того, что уже много лет мы занимаемся реализацией этой программы, и мы сегодня вот смело можем хронологию посмотреть и количественных обращений тех категорий, которые остро нуждаются в первоочередном порядке. Мы сегодня данной категории с уверенностью говорим, все обращения были рассмотрены в первоочередном порядке, которые были. То есть это хороший результат. Хороший результат из имеющихся всех возможностей. Спасибо вам большое, Ромео. Я напомню, что о проекте государственной целевой программы «Жилище-2026-2028», разработанной по поручению президента Абхазии, рассказал Ромео Черкезия, начальник правового отдела Минсоцобеспечения и демографической политики Абхазии.